açaktır. Bugün adım Kırım Tatar, yolum uzaktır. Kırımımda kelmişik, men degilim. Добрый вечер. В эфире итоговая информационная программа Первого крымско-татарского канала. В студии я, ее ведущий Юрий Мацарский. Вначале коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новый приговор крымчанину Руслану Зайтулаеву по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Еще один приговор, на этот раз московскому имаму, признанному виновным в оправдании терроризма. В Черном море затонуло российское разведывательное судно после столкновения с перевозившей овец баржей. В Москве сегодня проходит благотворительный аукцион в помощь детям Украины, пострадавшим от российской агрессии. Итак, на минувшей неделе суд российского Ростова-на-Дону вынес новый приговор крымскому татарину Руслану Зайтулаеву, обвиняемому оккупационными властями в организации крымской ячейки Хизбут-Тахрир. Это уже второй приговор, вынесенный Руслану по этому делу. Согласно первому, оглашенному в сентябре, Зайтулаев приговаривался к 7 годам заключения. Но российская прокуратура посчитала это наказание слишком мягким и добилась его пересмотра. В итоге Руслан получил уже 12 лет тюрьмы. За несколько дней до оглашения приговора Зайтулаев, который уже почти месяц держит голодовку, выступил на суде с последним словом, заявив, что вины своей не признает. Инкриминируемое мне преступление за 2 с лишним года я не признал и не признаю. И я надеюсь, что этот факт можно понять любому разумному человеку, потому что грош цена этому обвинительному заключению, где каждый факт и сложный в нем извращен, либо вынужден настолько, что это очевидно даже обычному обывателю. Я увидел на предварительном следствии такое количество нарушений, что просто перестал их записывать и подавать жалобы на действия и бездействия других вышестоящих инстанций. По причине полного несоблюдения прав и свобод действующего законодательства. Только мне непонятно, зачем писать такую статью, как презумпция невиновности, термин, который означает каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана. Но, к сожалению, эта статья не только не соблюдается, а наоборот, время доказывания своей невиновности лежит на стороне обвиняемого. Доказательством этому служат неоднократные наши продления, где указывается: первое, помощником прокурора. Чем быстрее ознакомитесь с делом, тем быстрее будете доказывать свою невиновность в суде. Второе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью. Такие умозаключения следователя, прокурора или суд приводят меня в замешательство. Как я могу продолжить заниматься преступной деятельностью, если моя вина на данном этапе еще не доказана? Зачем тогда все эти заседания, если вы и так считаете, что я преступник? О том, какую цель преследуют оккупационные власти полуострова, отправляя за решетку людей часто по самым надуманным обвинениям, мы поговорим с гостьей нашей студии, координатором общественной инициативы «Крымсос» Тамилой Ташевой. Тамила, добрый вечер. Добрый вечер. Вот огромная толпа российских силовиков, судей, прокуроры, следователи гоняются за одним Русланом Зайтулаевым, приговаривая его сначала к 7, потом к 12 годам заключения. Что он сделал всей этой машине безумной российской? На самом деле это очень показательное дело. Это была первая севастопольская четверка, обвиняемая в причастности в участии в партии Хизбут-Тахрир, которая, напомню, с 2003 года запрещена в Российской Федерации. В Украине она абсолютно работала легально. Однако по всем этим 4 людям, которым уже даны приговоры, их вина фактически, да, в каких-то действиях не была доказана. И другим ребятам 3 им дали по 5 лет, Руслану дали сначала 7 лет. Однако прокурор
опротестовал это дело, и сейчас ему дали уже 12 лет. Но почему это интересно? По словам того же Эмиля Курбедина, его адвоката, ФСБ фактически показала, насколько они слабыми еще на тот момент являлись на территории Крыма, да, что они не собрали нужное количество фактов каких-то, не было доказательной базы хорошей. Соответственно, это показало слабость ФСБ на территории Крыма. А какие могут быть о каких доказательствах может вообще идти речь? Какого рода доказательства могли фигурировать на этом судилище? Скажем так, они не до конца сфабриковали то дело, да, и, соответственно, поэтому был пересмотр дела. И, как говорят другие правозащитники и адвокаты, которые работают на территории России и занимаются делами Хизб ут-Тахрир, которые возбуждаются по всей России, что это были очень лояльные еще такие сроки, которые дали по 5 и по 7 лет. И многие Эмиля Курбединова и всю команду адвокатов поздравляли, да, что это хорошие сроки. Это, конечно, звучит очень страшно, да, что в смысле, могло бы быть и много больше. Намного хуже, потому что просил прокурор изначально 17 лет для Зейтулаева. 17 лет на основании чего? На основании того, что человек создал, вот как это звучит в обвинительном заключении, создал ячейку Хизб ут-Тахрир на территории Крыма. И это по российскому законодательству тянет на 17 лет заключения. 17 лет, при том, что партия Хизб ут-Тахрир по всему миру вообще не обозначилась никаким террористическим актом за все это время существования. На территории Украины также не было, она не запрещена, не происходили никакие действия. И, в принципе, уже во время оккупации Крыма также никаких действий со стороны этих ребят не было. Поэтому, конечно же, их обвиняют фактически в таких кухонных разговорах, когда они общаются, обсуждают нормы ислама, того, что как функционирует у них в общине мусульманской, либо крымско-татарской общине. И именно за это их фактически и обвинили на такие сроки. Несколько лет назад, когда начинались всякие чистки в среде мусульман Кавказа, в Чечне, в Дагестане, говорили о том, что людей фактически сажают за книжки, потому что был некий список экстремистской литературы в России, да он и сейчас есть. А теперь, получается, уже даже не за книжки сажают, а за разговоры на кухнях? Фактически за разговоры. Кроме того, сторона обвинения, она приводила просто ряд какой-то терминологии, да, которая в том числе используется не просто у мусульман, а просто у крымских татар, используется в повседневном просто общении, и поэтому, там, к примеру, слово «умма», да, это оно используется не только у мусульманской общины и у мусульман активных, в том числе просто у крымских татар в повседневном общении. Поэтому, да, к сожалению, это так, но это дело, оно действительно большое. Вообще по делу Хизб ут-Тахрир проходит 19 человек. Сейчас очень в сложном положении находится Арсен Жипаров. Его обвиняют в участии в ячейке Ялтинской, в которую входят якобы еще и Мирусин Ку, к примеру, который является правозащитником. Сейчас этот человек нуждается экстренно в медицинском обеспечении, ему его не дают, и фактически это можно назвать пытками. Поэтому по всем делам там очень сложно все. То есть, конечно, там и по Руслану, по остальным ребятам дали сроки им, но по другим делам ребят, которые находятся в Крыму, все так же сложно. Камила, последний, наверное, вопрос, потому что время поджимает. А есть ли какая-то логика в этих задержаниях, в этих арестах, в этих приговорах? Или вот случайных, по большому счету, людей хватают и отправляют за решетку? Чаще всего случайно, но, в принципе, политика Российской Федерации в Крыму — это навешивание ярлыков экстремиста, террориста на крымских татар, на мусульман. Это позволяет им маргинализировать крымских татар среди всей остальной общины в Крыму, да, и таким образом просто не общайтесь с ними, у вас проблем не будет. Поэтому в Крыму на данный момент не защищен абсолютно ни один человек. Маргинализация целого народа. Целого народа, фактически, да. Спасибо большое, Спасибо Тамила. вам. Тамила Ташева была сегодня в нашей студии, координатор общественной инициативы «Крым-СОС». Кстати, Хизб ут-Тахрир фигурировал на уходящей неделе еще в одном приговоре российского суда. Московский имам Махмуд Велитов был признан виновным в оправдании терроризма и приговорен к 3 годам заключения. По версии следствия, имам произносил в мечети проповеди, далее я вот просто процитирую строчку из приговора, направленные на формирование положительного отношения, конец цитаты, к члену организации Хизб ут-Тахрир Абдулле Гапаеву. Велитов, по его словам, упоминал ныне покойного Гапаева в молитве дуа, но ничего не знал о его связях с Хизб ут-Тахрир. Она называется, значит, Хизб ут-Тахрир Исламии.
Она называется также партия исламского освобождения. И вот эта вещь 133 раза повторяется в обвинительном заключении, а я ни разу его не озвучивал. Даже вот на этом, как говорится, последнем слове я старался сократить это слово, дойти до буквы ХТИ, чтобы, так сказать, не выходило мне это слово. Оно не выходило у меня до 27 сентября, оно не выходило после, а мне предписывают, ты ее поддержал. Вот странно, почему такое навязка навязывает мне, такую связь делают. Но судьи, рассматривал дело имама, почему-то Московский окружной военный суд посчитали, что упоминание фамилии покойного участника организации в молитве уже является достаточным основанием для признания человека виновным в преступлении, которое в Российском уголовном кодексе значится как публичное оправдание терроризма. Вывод из этой истории только один. Статья найдется для любого, неважно, состоит он в организации, которую Кремль считает террористической, или не состоит. Вот еще интересный очень момент. По слухам, впрочем, пока не подтвержденным, место имама Мехмуда Велитова, который на 3 года отправляется в тюрьму, в московской мечети на улице Хачатуряна может занять Шавкат Авиасов, предложивший несколько лет назад построить в российской столице мечеть имени Путина. На этой неделе военно-морской флот России понес потери. Разведывательное судно «Лиман» с портом приписки, кстати, Севастополь, на борту которого была установлена масса шпионской аппаратуры и средств слежения, затонуло в Черном море после столкновения с другим кораблем. На дно российского разведчика отправила самоходная баржа под флагом африканского государства Того. На борту этой баржи находилось около 9000 овец. Баржа, экипаж, который, кстати, принял деятельное участие в спасении российского экипажа, не пострадала. А уже через несколько часов после этого инцидента так называемый депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек вдруг выступает с призывом не шутить с Черноморским флотом. Обращался Бальбек, впрочем, не к флоту Того с его непотопляемыми скотовозами, а к Украине. С чем связаны такие выступления коллаборантов и в каком состоянии находится Черноморский флот, мы поговорим с главным редактором издания «Морской бюллетень» Михаилом Войтенко, который выходит с нами на связь по скайпу. Михаил, здравствуйте, вы слышите меня? К сожалению, пока еще связь с Михаилом не установлена. Попытаемся мы чуть попозже с ним связаться. Есть, кстати, несколько достаточно интересных подробностей вот этого самого крушения. Во-первых, на борту российского корабля, вот этого шпионского судна, оттуда было спасено 78 человек. Из них 16 взял на борт вот этот самый скотовоз под флагом Того. Остальные были спасены турецкой береговой охраной. В скорейшем времени, сразу после спасения, все российские моряки, их сняли, я еще раз напомню, 78 их подняли, были отправлены в Крым. Кроме того, сразу же появились некие спекуляции вокруг количества людей, которые были на борту. 78 человек, говорится о том, что слишком много. Судя по всему, на борту находились, вероятно, какие-то люди, которых эвакуировали в срочном порядке, например, из Сирии, так называемые, их там нет. Но специалисты, в том числе украинские специалисты флотские, сообщили о том, что 78 человек – это, в общем, вполне себе нормальное количество для такого рода суден, экипажа. Вот мне подсказывают, что Михаил Войтенко с нами на связи. Михаил, здравствуйте, слышите меня? Здравствуйте, слышу. Михаил, скажите, пожалуйста, вот этот самый Руслан Бальбек вдруг обращается к Украине с требованием не шутить с Черноморским флотом. Что он имеет в виду? Это какая-то очередная попытка эскалации конфликта в словесной сфере? Или что-то все-таки есть за этими заявлениями? Да, на мой взгляд, ничего за этими заявлениями нет. То есть обратили внимание на то, что Бальбек сказал вот эти свои глупости очередные. Сразу после того, как произошло ЧП с этим судном, кораблем-шпионом «Лиман». Ну, может быть, это как-то связано, потому что, я не знаю, но у меня такое впечатление, что они, российские СМИ, вообще вот Россия, пытается как-то замазать этот инцидент и это происшествие, и делают это какими-то настолько уже безумными путями, что я
Ну, я просто развожу руками, не знаю, что сказать. Я вот 2 суток назад написал там статью по этому поводу, и там так типа съехидничал, написал, что вот осталось только предположить, что Лиман был потоплен специально проклятыми врагами, которые мечтают, значит, похитить эту сверхсекретную аппаратуру. И что вы думаете? Это уже почти официальная точка зрения. Ну, то есть там вот всего чего угодно можно ожидать, в том числе и Бельбека, в том числе и Поклонской с этими, с мироточащими, я не знаю кем там, погонами царя. То есть вот воспринимать это... Что там на борту этого самого Лимана могло находиться? Если там действительно какая-то серьезная, важная, нужная разведывательная аппаратура, которую, скажем, турки или кто-нибудь другой захотят поживиться? Или это какой-то такой устаревший совершенно корабль, и ничего интересного на его борту нет? Не, ну это ни о чем не говорит. Корабль-то может быть устаревшим, а аппаратура на нем достаточно современная. Но я сильно сомневаюсь, что российская аппаратура разведывательная представляет такой сильный интерес для заклятых врагов от моей, так сказать, родины. Я сильно в этом сомневаюсь. Ну, я вам так скажу, я очень невысокого мнения о боеспособности российского военно-морского флота. А с чем связано ваше вот такое отношение к российскому флоту? Давайте в первую очередь про Черноморский, кстати, поговорим, потом про все остальные. А что с ними не так и почему вдруг его так рьяно кинулись защищать? Вы знаете, это уже почему они так рьяно кинули защищать, но произошло ЧП. Ну, слезьте вы с него тихо и спокойно. Ну, с кем не бывает. Ну военные корабли, они, как и все прочие, что держатся на воде, попадают в ЧП и тонут, и всякое бывает. Ну, случилось, ну и все, ну слезьте вы. Зачем вы эту истерику начали раздувать-то? Вот это уже совершенно, понимаете, это уже вопрос психологии. А если говорить о боеспособности российского военно-морского флота и почему я в ней очень сильно сомневаюсь. Ну, понимаете, я достаточно хорошо знаю, постоянно читаю по истории именно русского, советского военно-морского флота, и я вам могу сказать, чем больше я читаю и узнаю, тем более скептически я к этому делу отношусь. Флот, военно-морской флот — это очень сложная организация, пожалуй, самая сложная в вооруженных силах. И там очень многое зависит от традиции, от школы. Ну так с такими традициями, с такой школы говорить о боеспособности какой-то, ну просто не приходится, не может ее быть. Есть отдельные командиры, есть отдельные адмиралы, есть отдельные корабли, да. Но в целом это, ну на мой взгляд, это плавучая катастрофа. То есть вот этот инцидент с Лиманом, затонувшим в Черном море, это не исключение из правила, а скорее вполне себе правило. Я правильно вас понимаю? Да, нет, ну, честно говоря, я не знаю. Это уже... Да нет, скорее это исключение все-таки из правил, ну, потому что, в конце концов, они там постоянно шныряют турецкими проливами и в Средиземном море, и в Эгейском, и как-то все-таки не тонут и не сталкиваются ни с кем. Хоть на этом-то уровне работает, но тем более сейчас все это битком набита аппаратура. А уж как уж Лиман ухитрился там подставиться этому скотовозу ливанскому с румынскими овцами, ну вот это я уже не знаю. Ну, загадка. Загадка для меня, загадка. Спасибо большое, Михаил. Всего вам доброго. Напомню, что на прямой связи со студией ЭТР по скайпу был главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. Кстати, есть еще достаточно интересная подробность. Это тоже слух и тоже пока не подтвержденный, но тоже любопытный. По некоторым данным, которые приходят уже из Румынии, владельцем этого груза из почти 9 тысяч овец был крымский татарин, гражданин Румынии. Прямо в эти минуты в Москве, в Сахаровском центре, проходит благотворительный аукцион, выручка от которого должна пойти на счета детского адаптационного центра в Харькове. Там вот проходит лечение, проходит адаптацию дети из зоны АТО. На торги выставляются лоты, предоставленные украинским писателем Сергеем Жаданом, российским музыкантом Андреем Макаревичем и другими известными россиянами и украинцами.
Дело в том, что уже в Украине много скептических замечаний идет в адрес этого аукциона и его организаторов. Организатором, кстати, выступает некая антивоенная инициатива под названием «Огни Эйрены». Эйрена, напомню, в древнегреческой мифологии богиня мира. Ну вот мы сейчас попытаемся выяснить у представителей этих самых организаторов. Михаил Мышкин должен быть с нами сейчас на связи по скайпу, представитель антивоенной инициативы «Огни Эйрены». Надеюсь, он уже слышит нас, надеюсь, он уже выходит с нами на связь. Михаил, приветствую вас. Вы слышите меня? Так, нет, здесь вместо Михаила появляется кто-то другой. Девушки, здравствуйте. Мы должны были связаться с Михаилом Мышкиным, но я так понимаю, вы другие представители антивоенной инициативы «Огни Эйрены». Я правильно понимаю? Если можно, представьтесь, пожалуйста, и несколько слов о том, как проходит сейчас, ведь он в эти минуты должен проходить этот аукцион. Правильно. Меня зовут Михаил Мышкин. Это Вероника Линогова. Мы из «Огней Ирены», мы организаторы этого аукциона. И здесь у нас еще есть Найля, которая тоже имеет отношение к «Огням Ирены», которая имеет отношение ко многим прекрасным инициативам и привезла нам лоты из адаптационного культурного центра. Аукцион кончился буквально минут 15 назад. Все прошло хорошо. Пришло больше 20 человек, но они разобрали все лоты, которые мы привезли, и которые известные люди из России предоставили нам там со своими автографами. Из таких лотов были книжки Андрея Макаревича с автографом, и был механизм из анимационного фильма Гарри Бардина «Слушай биткоин». Вырученные деньги, ребята, вырученные деньги на что пойдут? Кому в первую очередь предназначаются эти деньги? Мы уже знаем, что это для детей из адаптационного центра в Харькове. Для каких конкретно детей? И что на эти деньги можно будет для них сделать? Да, деньги пойдут в адаптационно-культурный центр, который находится в Харькове. Я сейчас прохожу там волонтерскую стажировку. Деньги пойдут на оплату, на арендную плату, на оплату коммунальных платежей и на поддержку команды кризисных психологов, которые работают в зоне боевых действий и работают не только в самом Харькове, но еще и в зоне АТО. Я еще вот хочу что узнать. Скажите, пожалуйста, как возможно, в принципе, сейчас в России, где на официальном уровне поддерживаются всякие сепаратистские образования на территории Украины, как можно проводить такого рода аукционы? Это какое-то подпольное, наверное, было мероприятие? Или как вы вообще, в принципе, можете собирать деньги для детей в Харькове, для детей, которые, в принципе, по большому счету пострадали от российской агрессии? На самом деле в России достаточно, есть люди, которые и даже помимо этого аукциона собирают деньги и помогают людям, которые пострадали от агрессии, потому что достаточно много людей в России не хотят, чтобы от их имени насилие. Да, чтобы бесчеловечные вещи, чтобы вот этот весь ужас войны происходил от имени нас. Поэтому таких людей много, мы не одни. И у нас были спикеры, например, Виктория Ивлева и Варя Дыревская, которые давно занимаются поддержкой людей, пострадавших от этой войны, которая, конечно, большая вина России. И сейчас наш аукцион, он, конечно, он не подпольный, он в Сахаровском центре, в большом зале, но действительно мы с очень оглядкой распространяли информацию о нем и очень выбирали формулировки старательно, чтобы не привлечь внимание каких-то агрессивных людей, которые будут недовольны. Удалось или все-таки были какие-то, может быть, попытки не допустить аукцион, сорвать, какие-то, может быть, провокации были? К счастью, провокаций никаких не было. Вот я хотела про прошлый вопрос, про то, что как россияне могут такое делать, сказать, что многие украинцы нам задавали этот вопрос, то, что лучше уберите свои войска, лучше уберите свое оружие, то есть а не деньгами нам помогайте. К сожалению, сейчас мы можем помогать только так, то есть можем организовывать какие-то аукционы и помогать деньгами. Если бы мы могли прекратить войну, поверьте, очень большое количество россиян сделали бы это с большим удовольствием. Еще очень хочется узнать, а сколько все-таки денег удалось выручить? Ведь это действительно были, насколько я знаю, были достаточно интересные лоты. Да, лоты были достаточно интересные. По предварительным подсчетам это больше 66 тысяч. Больше 66 тысяч рублей, да? Лоты были офигительные, всем бы такие лоты. Просто прекрасные пилоты, прекрасные люди. Мы замечательно провели время, говорили о том, о чем у нас стараются не говорить. Мы лишний раз дали друг другу обещание помнить, что
соседней стране идет война, и помнить об этом каждый день, и делать то немногое, что мы можем делать, чтобы, если не приблизить мир, потому что, к сожалению, слишком далеко все зашло, это не в наших силах и не с нашей страной, то хотя бы, чтобы оставаться честными, открытыми и хоть чуть-чуть помогать тем, кому мы можем. Вика, я к тебе хочу еще вопрос задать. Я видел у тебя на странице в Фейсбуке война развернулась. Как раз вот украинцы, которые призывали не давать деньги, не проводить всякого рода, разного рода аукционы, а идти и вот буквально крушить кремлевский режим. Скажи, пожалуйста, что бы ты могла вот сейчас ответить этим людям? Ребята, мне очень жаль. Я думаю, что то, что с вами происходит, это и называется война. Это война вас таким сделала, и нас таким. Война. Это все уход войны. Это такие сторонние компоненты войны, о которых обычно не говорят, то, что говорят о физических жертвах. О том, как она калечит людей и души, об этом не говорят. Поэтому я отношусь к этому стоически, смиренно. Я знаю, что это я виновата. Я готова выдерживать все, что угодно, и все-таки не отступаться и продолжать помогать так, как я вижу эту помощь. Выходить к Кремлю бессмысленно, так же, как в 1943 году выйти на главную улицу Берлина Линден, и что дальше, и ничего. Дальше Моабитская тюрьма. Самый последний вопрос к вам, ребята. Скажите, пожалуйста, подобного рода аукционы будут постоянными или это какая-то такая разовая акция? Такой аукцион еще планируется в Питере, то есть с нашими друзьями. Насчет Москвы, ну, надеюсь, да, у нас будет возможность проводить еще раз. И всего хорошего. Напомню, что с нами на прямой связи были представители антивоенной инициативы, российской антивоенной инициативы «Огни Эйрены». На этом наша сегодняшняя программа завершается. Встретимся ровно через неделю на Первом крымско-татарском. Всего хорошего. Вони були неперевершеними стратегами. Про доблесть кримських воїнів ходили справжні легенди. Що стоїть за військовою